Главный вопрос совещания в Черноморэнерго – результат деятельности оперштабов. Благодаря слаженной работе специалистов нагрузку на энергосистему республики удалось снизить на 75 мегаватт. Но несмотря на это, по словам руководителя пресс-службы Черноморэнерго, ситуацию необходимо все время контролировать. Говорить о каких-то послаблениях пока рано. Это действительно большое количество, но при этом останавливаться не стоит. Специфика работы такова, что достаточно ослабить свое внимание, и все вернется на круги своя. В обществе бытует мнение, что нагрузки на электросети удалось снизить только благодаря отключениям света в районах по графику, а не обесточиванию криптоферм. Однако это не так. На самом деле это не так. Работа идет параллельно. Механизм выглядит следующим образом. То есть если возникают критические нагрузки на определенном фидере, фидер, естественно, обесточивается, и по фидеру выходит группа. То есть, если специалисты зафиксировали, что подстанция перегружена в какой-либо местности, это значит, что где-то поблизости работает криптоферма, которую необходимо обесточить. Такая работа ведется в постоянном режиме и уже дала свои результаты. В некоторых районах уже давно отключения по нагрузкам уже не происходит. Естественно, мы стремимся сделать, чтобы это происходило по всей территории Абхазии. Чрезвычайная ситуация на сегодняшний день в энергосистеме республики – это накопительный эффект, говорят специалисты. Ежегодно нагрузки на электросети возрастали на 5%, а в 2020 году уже составили 21%. Помимо естественного роста нагрузок, ситуацию усугубили криптофермы, пандемия коронавируса, да и сами электросети и многие подстанции в Абхазии находятся в критическом состоянии. За год у нас происходит в сетях огромное количество аварий. Да, и аварии измеряются даже не сотнями, а тысячами. Да, от мелких до крупных. Вот, например, за прошедший год у нас по всей стране разной мощности вышло из строя порядка 160 трансформаторов. Да, и восстановить, скажем, только трансформаторы – это колоссальная сумма, да, которой мы, естественно, не обладаем. Если говорить о таких авариях, вот в день, например, да, у нас на трансформаторных подстанциях только в день выходят из строя порядка 150-200 предохранителей, уже не говоря о всем остальном. Сейчас в республике действует так называемый режим отключений для снижения потребления электроэнергии. По наблюдению специалистов за перегрузом на подстанциях, которые фиксировались определенное время, и был составлен график отключений. Но он может меняться. Мы отслеживаем все нагрузки, соответственно, они возникают в определенное время, и был составлен некий график этих нагрузок, на котором ориентировались наши подстанции по отключениям. Да. Естественно, этот график был не жесткий, он мог колебаться как в меньшую сторону, как и в большую сторону. Да. И если бы мы этот график опубликовали как окончательный, то, естественно, при отключении на большее время возникали бы вопросы и возникала бы неразбериха, потому что очень сложно при таких нагрузках, скачках нагрузки соблюдать четкий график. Отключения могли меняться, вот, как вы знаете, у нас недавно был открытый колл-центр, вот, и очень много вопросов, почему вчера отключали на час, сегодня отключают на 2. Даже есть вопрос, вчера нас отключали, сегодня не отключают, чем это связано? Связано только с нагрузками. В этом году Ингургэс остановился на ремонт, и теперь мы электричество получаем со стороны Российской Федерации. И генеральный директор уже не раз озвучивал количество отпущенной нам электроэнергии. Это 800 миллионов киловатт. Этого количества электроэнергии должно хватить до мая, поэтому активная работа по снижению нагрузок на сети продолжается. Перед энергетиками Абхазии на сегодняшний день стоят две задачи – сохранить энергосистему республики и сделать так, чтобы свет в домах не выключали. Несмотря на все усилия специалистов и снижению нагрузок, эти два вопроса остаются открытыми. Гугуца Вардания, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.